последовал их путем до судного часа. Всевышний Аллах говорит в своей ясной книге: «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, иттахуллах, и ищите средства для приближения к Нему, вабтагу илейхи василя, ваджахиду фи сабилихи, и усердствуйте на Его пути, усердно служите Его религии, ла'аллакум туфлихун, может быть, вы будете успешны в судный день». Дорогие братья, ислам – это покорность Богу и путь к довольству Всевышнего Аллаха. Ислам – это религия, которая ведет нас к поиску и обретению довольства, милости Всевышнего Аллаха и Его рая. Он раздал все это, все, что Он совершил из благого: намазы, хадж, ураза, садака. Он все это раздал кому? Кого Он оскорблял, кого Он унижал, чье имущество Он отобрал, кого Он обидел, за кем Он злословил, кого Он ударил. Он раздал все эти свои благие дела. Раздал все свои благие дела: намаз, хадж, садака, ураза, и остался ни с чем. В достоверном хадисе. И такой человек называется муфлис, обанкротившийся. Обанкротившийся в судный день. Валь-аяду билля. Пусть Аллах оградит нас от такой участи. Поэтому просто совершать благие дела недостаточно. Надо их еще сохранить. Свои намазы, уразу, пост, садака. Надо их сохранить в судный день для себя, чтобы не пришлось отдавать их тому, кого мы несправедливо обвинили, несправедливо оклеветали, несправедливо оскорбили, унизили, обидели и так далее. Поэтому, дорогие братья, сегодня мы поговорим еще об одной фундаментальной основе мусульман. То есть честь, жизнь, честь, достоинство, имущество любого мусульманина священно и неприкосновенно для всех остальных мусульман. Соблюдение неприкосновенности жизни, имущества и чести мусульманина настолько важное качество, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его самой главной отличительной чертой мусульманина. Соблюдение неприкосновенности, чести и достоинства, имущества, жизни других мусульман – это самая главная отличительная черта мусульманина. Так сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что в достовернейшем хадисе, который перед имам Бухари и имам Муслим, рахимахуллах, عن عبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. В этом достоверном хадисе пророк говорит: мусульманин — это тот, кто своим языком и рукой не причиняет вреда другим мусульманам. То есть, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, захотел охарактеризовать мусульманина одним качеством, он не выбрал намаз, не выбрал пост, не выбрал хадж, не выбрал тавхид, не выбрал ничто другое. Он выбрал «Ман салим аль-муслимуна мин лисанихи ва ядихи». То есть настоящий мусульманин — это тот, кто своим языком и своей рукой не причиняет вреда другим мусульманам. Это мусульманин. Это настоящий мусульманин. Это выделил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Мусульмане сегодня обвиняют друг друга во всем, что угодно. В неверии, в нифаке, в лицемерии, в грехах, в нечестивости, в фиске и так далее. Это стало сегодня настолько обыденным, настолько привычным, что мы даже не обращаем на это внимания. Мы иногда даже пересылаем друг другу какие-то посты, порочащие отдельных имамов или каких-то отдельных мусульман. Мы пересылаем это друг другу, забавляясь. Настолько мы перестали чувствовать
то главное качество мусульманина, о котором сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, что мусульманин это тот, кто не причиняет языком и рукой вреда другим мусульманам. То есть это настолько сегодня стало привычно, дорогие братья, что ситуация очень-очень нехорошая на самом деле. В хадисе не зря на первом месте идет язык, а потом рука. Языком причиняется вред чести и достоинству других мусульман. А рукой причиняется вред жизни и имуществу. Может причиниться. Но, конечно, не каждый решается на то, чтобы поднять руку или завладеть, посягнуть на чье-то имущество или на чью-то жизнь или здоровье. На это не каждый способен. Но очень многие считают допустимым для себя посягать на честь и достоинство других мусульман, порочить их, делать про них высмеивающие ролики, издеваться, высмеивать, оскорблять всякими прочими и так далее. Это совершается сплошь и рядом, к большому сожалению. И это как раз тот вред, который наносится языком. Либо настоящим языком, либо пальцами, которые сегодня заменяют нам язык в различных мессенджерах и соцсетях, когда мы пишем те или иные хорошие вещи или гадости. Мушриками, мунафиками, фасиками и так далее. Это настолько опасное поведение, что тот, кто в этом допускает легкомыслие, он может легко лишиться своей веры, своего имана. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. أخرجه البخاري. Имам Бухари, рахимахуллах, приводит хадис. Если мужчина, если один человек обвинить другого в нечестивости, то есть в фиске, фусук, назовет ее фасиком, обвинить его в нечестивости, или обвинить его в неверии, в куфре, то обязательно это вернется к нему. То есть это обвинение вернется к нему, если тот, кого он обвинял, не является таковым. То есть если человек другого обвинил в нечестивости, а он таким не является, он сам становится нечестивым. Если он обвинил другого в куфре, назвал его разными именами куфра, потому что куфр имеет разные формы, разные наименования. Ширк, просто куфр, ильхад, нифак и так далее. Это все относится к куфру. Если человек назвал другого мусульманина, а еще хуже, большую группу мусульман назвал мушриками, кафирами и так далее, то если среди них хотя бы один не является таковым, то он, кто так говорит и пишет, рискует стать сам кафиром. إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما أخرجه مسلم. Имам Муслим, рахимахуллах, приводит этот хадис от Ибн Умара, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если один человек обвинил в неверии, то есть сделал такфир своему брату, то обязательно один из них будет таковым. То есть это обвинение в куфре обязательно коснется одного из них. То есть если тот был действительно кафиром, тот останется кафиром. Но если тот не был кафиром, если тот не был неверным, то обвинивший его станет неверным. Вот почему опасно раскидываться, разбрасываться, писать такие тяжелые обвинения в адрес мусульман. Что бы они ни делали, какие у них ахраджаху Бухари. Также имам Бухари, рахимахуллах, приводит похожий хадис, также от Абдулла ибн Умара, да будет доволен ими Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: какой бы человек не сказал своему брату о кафир, или другим каким-то названием куфра, то обязательно это вернется к одному из них. Этот хадис передал имам Бухари, рахимахуллах. И еще одна история, дорогие братья. Али,
ради Аллаху анху, отправил пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, золото в руде, золото из Йемена. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, разделил его между 4 курайшитами. Курайшиты тогда были слабы в религии. Они только-только принимали ислам, только-только смягчались. И пророк Мухаммад, алейхиссалям, часто их одаривал подарками, чтобы расположить их, чтобы укрепить их в имане, в вере. Пророк дарил им подарки. И пророк разделил, саллаллаху алейхи, между 4: Уяйна ибн Бадрам, Акра ибн Хабисом, Зейдом ибн Аль-Хайлем и Аль-Камой, либо Амиром ибн Туфайлем. И тогда один из подвижников сказал: мы более достойны этого золота, чем они. Это дошло до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи. Посланник Аллаха сказал: почему вы мне не доверяете? Я разделил, как считал нужным, да? Пророк алейхиссалям говорит: почему вы мне не доверяете? Ведь я доверенный того, кто в небесах. Получаю от него вести утром и вечером. То есть вахи. Я доверенный Аллаха, как можно мне не доверять? Говорит пророк Мухаммад, алейхиссалям. И тогда встал один человек с глубоко сидящими глазами, с обвисшими щеками, побритый на лысо, с густой бородой, с закатанным изаром. Так описывается он в хадисе. И сказал: о посланник Аллаха, побойся Аллаха, сказал этот человек. Он посмел сказать самому богобоязненному, самому набожному человеку, он посмел сказать: побойся Аллаха. Это в отношении пророка, саллаллаху алейхи, является оскорблением. Тогда пророк ему ответил: горе тебе! Не я ли из всех жителей земли, не я ли из всех людей на земле более всех достоин бояться Аллаха? Затем этот мужчина удалился. Он ушел. Тогда Халид ибн Валид, ради Аллаха анху, сказал: о посланник Аллаха, не отрубить ли мне ему голову? Потому что, как мы с вами знаем, дорогие братья, по мнению Ахлю Сунна, всех ученых суннитов, оскорбление пророка является неверием. А этот человек оскорбил пророка, саллаллаху алейхи. Хоть не прямо, но оскорбил, сказав ему: побойся Аллаха. Тогда пророк, саллаллаху алейхи, ему ответил. Отвечает Халид ибн Валиду, который хотел отрубить голову тому человеку. Пророк, саллаллаху алейхи, ему говорит: нет, может быть, он совершает молитву, может быть, он совершает намаз. То есть, обратите внимание, дорогие братья, пророк Мухаммад, алейхиссалям, даже не утверждает, он не говорит, что он молится, поэтому его нельзя ему отрубить голову. Он говорит: может быть, он совершает намаз. А сегодня мы с вами, дорогие братья, наше сообщество мусульман, которые совершают намаз, ездят в хадж, дают закат, постятся в Рамадан, некоторые называют, обвиняют в разных видах куфра, в ширке и так далее. Затем Халид бин Валид сказал: но сколько молящихся, кто говорит языком то, что ничего нет в его сердце. Халид бин Валид, ради Аллаху анху, говорит: сколько молящихся, которые говорят языком то, чего нет в их сердце. И как поучителен ответ пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Халиду ибн Валиду, ради Аллаху анху, пророк говорит: мне не приказано копаться в сердцах людей. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, мне не приказано копаться в сердцах людей и рассекать их внутренности, чтобы увидеть их содержимое. Такой обязанности на мне нет, говорит пророк. И на нас с вами тоже нет, дорогие братья. На нас с вами нет обязанности устраивать допрос, выяснять, выкапывать из сердца мусульманина его ширк и неверие. Согласно учению пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, мы принимаем внешние признаки ислама от любого мусульманина. Намаз, пост, шахаду. Этого нам достаточно. А вести допрос, копаться, рыться, следить за ним, что он делает, не совершает ли он какие-то действия куфра. Таких обязанностей у нас нет. И в прошлый раз, если кто-то помнит, мы приводили аят священного Корана, в котором Аллах запрещает следить, выискивать, выслеживать какие-то изъяны, недостатки, грехи других мусульман.
Есть разные учения, шейхи, имамы и так далее. Это мы с вами не можем исправить. Нужно принимать мусульман такими, какими они есть. Мы не можем с вами это исправить. Это исправит имам Махди, ради Аллаха, когда он придет, он объединит мусульман. Но сегодня ни ты, ни я, никому не сможем доказать, что именно вот этого шейха надо слушать, а вот этого нельзя и так далее. Потому что у каждого есть свои последователи. Каждый уважает и любит своего наставника, своего учителя. Но нам в этом разнообразии нужно научиться друг друга уважать. Нужно научиться бояться обвинять других мусульман в неверии, в ширке и в тех вещах, которые могут нас самих лишить имана. Пусть Всевышний Аллах Субхану Тааля очистит наши сердца от злобы, от ненависти к мусульманам. Пусть Аллах Субхану Тааля в наших сердцах посвятит любовь к мусульманам, к исламу, к пророку, к Аллаху Субхану Тааля. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.